должны отличать, куда именно нужно обратиться за тем, если ваши права будут нарушены и использованы персональные данные. Значит, обращаться нужно в Роскомнадзор. Молодцы. С самого начала сотрудники Роскомнадзора решили немного изменить формат лекции, так что тема встречи, посвященная персональным данным, проходит в виде живого диалога, в котором школьники принимают самое активное участие. Небольшой тест, приготовленный гостями, позволяет ребятам понять, что такое персональные данные. Если друг или подружка захотят зайти на вашу страничку и попросят у вас логин и пароль, отдадите вы? Нет, совершенно. Несмотря на то, что вы все дружите, вы все друг друга любите, уважаете и доверяете, но тем не менее личная информация, она так и называется личная информация, которая содержит персональные данные. И ни в коем случае, конечно, нецелесообразно, не нужно передавать друг другу логин и пароль. Молодцы! Что же такое персональные данные? Это имя, фамилия, адрес, дата рождения. Проще говоря, это личная информация о человеке и событиях его жизни. Задать тот же вопрос наша съемочная группа решила самим школьникам, проверить, хорошо ли усвоен материал. Что такое персональные данные? Персональные данные? Персональные данные – это город, место проживательства, имя, фамилия, сколько тебе лет – это персональные данные. Обрабатывать, хранить или использовать личную информацию без согласия человека нельзя, но этим порой не грешат определенные интернет-злоумышленники. К тому же некоторые соцсети за использование личных данных ответственности не несут, рассказывают лекторы. Размещая какие-либо фотографии в социальной сети, не только ВКонтакте, вообще в любой социальной сети и в сети интернет вообще, задумайтесь, нужно ли это делать и не будет ли за этим следовать какие-то негативные последствия. Понимаете? Потому что их любой человек может скачать, использовать в своих целях, что-то туда добавить, что-то оттуда убрать и так далее. Существует вот такие, очень много таких ситуаций было, и к нам в том числе обращались люди, когда вот были скачаны фотографии, переделаны и опубликованы в социальной сети. Поэтому будьте осторожны. Впрочем, у многих школьников возникли вопросы, как бороться с мошенниками в соцсетях. Каждый раз на телефон присылают сообщения, разные вопросы присылают, и у меня деньги отбирают постепенно. Как от этого избавиться, я не знаю. Они ответили, что нельзя скачивать фальшивые приложения, чтобы они не забрали у тебя деньги. Вот, моя тетя тоже так случалось. Заказала наушники, кажется, там деньги у нее сняли с телефона, а ничего не прислали. Бывает, что такие хакеры, которые заходят в твой аккаунт, заходят и сразу же начинают взламывать. При этом надо обращаться к сайту, который нам объяснили. А что за сайты? С Госдумы они сказали обращаться к ним и все выдавать будут. Главное к ним обратиться. Вы пишете причину. У меня взломана страница. Или же про меня пишут даже, как мальчик сказал, такую информацию там распространять. Или же создали какую-то вторую страницу, мою фотографию поставили. Это там есть обмен информацией. То есть здесь идет процесс диалога, с владельцами этого аккаунта, то есть ВКонтакте. Если нет реакции, если ваши данные, у нас был такой случай, обращайтесь к нам. Неспроста на лекцию педсостав пригласил школьников 6 и 7 классов. Сейчас, в век информационных технологий, аудитория интернет-пользователей становится моложе. Но многие из них не владеют этикетом, то есть правилами поведения в сети, уверены сотрудники Роскомнадзора. Конечно, это очень важно обращать внимание и не один раз к этому вопросу возвращаться. И ставить, наверное, вот как сегодня здесь было поставлено вот это мероприятие в форме диалога. Не так, чтобы просто прочитали там лекцию, и ушли, а так, чтобы дети были активными. Следующую лекцию в Центре образования планируют провести уже с учащимися старших классов. Тут подробно расскажут, что неправильное поведение в сети может привести к уголовной ответственности. Дана Плеева, Магомед Дидигов, Новости 24. С 3 по 10 декабря россияне могут принять участие в 3-м всероссийском правовом диктанте, приуроченном к ежегодному празднованию профессионального праздника юридического сообщества. Диктант можно будет написать в режиме онлайн из любой точки мира на сайте юрдиктант.рф. А 6 декабря на региональных площадках в 12 часов по местному времени состоится очное написание диктанта. Его могут написать все желающие с 14 лет. Акция проводится с целью популяризации юридической науки и повышения правовой грамотности населения.